И районы Абхазии Гудаутский, Ачимчирский и Тхварчальский получат средства из доходов Рицинского парка и Новоафонской пещеры. Закон об установлении отчислений в местные бюджеты, принятый парламентом в окончательном чтении, действует до 31 декабря 2023 года. Подробнее о бюджете Гудаутского района будем говорить с председателем собрания Гудаутского района Валерием Малия. Итак, Валерий Васикович, согласно закону от стоимости каждого билета в Рицинский парк и Новоафонскую пещеру 150 рублей будет направлено в бюджет Гудаутского района. Вот с этого мне хотелось бы начать наш разговор. И по 50 рублей в бюджет Ачимчирского и Тхварчальского районов. Как вы восприняли эту новость? Если честно, то ужасно больно стало тогда, когда мы узнали после принятия парламентом этого закона. Почему? Потому что там указан срок до конца этого года. Значит, так надо понимать, с 1 января будущего года на грани формирования бюджета на будущий год, и мы в подвешенном состоянии остались. А та сумма, которая в бюджет около 100 миллионов рублей, 97 миллионов рублей каждый год, то, что мы получали от Рицинского и пещеры, но с 1 января кто нам даст? Никто не даст. Значит, нам надо сокращать бюджет. Что это будет значить для района, вот сокращение бюджета? 100 миллионов, если у нас всего бюджет с дотацией республики, все вместе взятое 609 миллионов рублей на Гудаутский район на 12 месяцев, снять 100 миллионов. Здесь, если, учитывая то, что 50 было добавлено дополнительно, было 100, 150, но это в среднем все вместе где-то 138-140 миллионов. А эти деньги мы ниоткуда не получим. И поэтому бюджет, хотя копейки мы давали селам по распределению, будет сокращено. Представляете, где 140 миллионов в минус к тому, что в прошлом году за счет всего этого мы дополнительно добавили 30% заработную плату, подняли всем бюджетным организациям. Мы приняли решение, наверное, ни в одном районе нету, Гудаутская центральная районная больница наша, трехразовое питание больным. Это дорогого стоило. Мы, наверное, единственный город в Абхазии, где город Гудаута защищено от, наверное, так будем называть, тех преступников, которые воруют, угоняют транспорт. Мы закрыли город видеокамерами. Весь город. Улицы, тротуары. Практически заканчивается ремонт парка Ленина. Тротуарные плитки. Это за счет собственных средств, Валерий Васикович, вы делаете? Это бюджетные, да. Мы за счет прошлого года перевыполнения плана профицитных денег мы улицу Гумистинская полностью асфальтирование сделали. Улицу на Замостянке, так в народе называют черта города, имени братьев Дармава асфальтирование. Улица Тарнава в сторону Бомборской школы, которая идет. Это все наши бюджетные деньги. Тротуары практически, центральные улицы везде уложены новой тротуарной плиткой. А это в копейку садится. В прошлом году мы 144 миллиона рублей дополнительно профицитные деньги были распределены. И переход с прошлого года, потому что конец года уже нельзя было принимать, и поэтому 69, почти 70 миллионов рублей с прошлого года профицитные перешли на этот год, и мы буквально 9 июня на собрании распределили по копеечке всем, впервые селам, дополнительно к тому бюджету, что было принято в декабре прошлого года на 2023 год,
Всем селам по 1 миллиону выделили. Валерий Васикович, а профицит каким образом образовался? За счет чего? Ну, профицит за счет перевыполнения всех, курорт самое главное. За счет сбора курортного и были построены новые гостиницы. В прошлом году они открылись, а они в бюджет, в индикативный план в декабре 2021 года они не сидели, потому что они еще не работали. Вот за счет этих объектов и курортного сбора, и налоговые, которые вот на этот год тоже у нас в пределах 130% с лишним перевыполнение идет за полугодие первое. А как сезон проходит туристический? Вот вы сказали, в прошлом году благодаря турсезону образовался профицит, а в этом году 130 миллионов, если сравнивать. С 2021 года идет перевыполнение. Наш бюджет, фактически мы дотацию с республики получаем в пределах 46% от общей суммы. А остальные наши доходы. За прошлый год мы в бюджет подняли на 64 миллиона рублей за счет того, что в индикативных планах и везде мы установили, узнали о том, что деньги будут. 609 миллионов рублей бюджет был Гудаутский район на 23 год. И дополнительно в этом году еще 70 добавилось за счет прошлогодних, то, что не было распределено в прошлом году. Но обсуждали ли вы с депутатами вот этот закон, и, возможно, в следующем году они продлят тоже или примут новый об отчислениях от РИЦи и нового фона? Мы приглашали депутаты с парламента, с нашего района. Приглашали руководство района Гудаутского с депутатами местного и обсуждали. Есть надежда на то, что и на будущий год решение будет. Это же закон уже принят. Будет дополнительно что-то приниматься. Но, честно говоря, это не совсем нас радует. Может быть, в виде дотации из республиканского бюджета будет что-то выделяться? Если мы дотацию получаем 44-46% от общей суммы бюджета нашего, и еще дополнительно 140 миллионов, очень хочется верить, но будем думать, работать, обращаться. На вчерашний день подведения итогов руководства республики, президент должны были приехать, но в связи с тем, что другие проблемы какие, куда-то должен выехать президент, отложили на следующую среду. И мы эти вопросы будем там, где все руководство приедет, посмотрим, что они нам скажут. Доходы в итоге будут распределяться, вот если вернуться к этому закону, в бюджет Гудаутского района, а также в смету расходов нового фона в том числе. Между Гудаутой и новым Афоном должны распределяться эти деньги. Потому что у нас один бюджет. Для курортного города, как вы считаете, все-таки это тоже одна из главных точек притяжения туристов, что ли, Новый Афон. А там находится Новоафонская пещера, и Афону 150 рублей на весь район. Все профицитные деньги, то, что мы распределяем, практически Афону даже в этом году мы 10 миллионов выделили, из 70 выделили 10 миллионов новому Афону. И каждый раз то, что дополнительно выделяется, практически, Бог даст, если 2-3 года так пойдет полностью, они полностью никогда не закончится дополнительное финансирование, но тротуарные, плитки, дороги, все необходимое
они довольны, они получают то, что просят. И мы выделяем решением своим. Потому что 3 депутата городских с Нового Афона. Советуетесь, естественно. Обязательно. Валерий Васикович, вы сказали вот интересную вещь, что сумели весь город оснастить камерами видеонаблюдения. Какое количество их и какой эффект уже есть, на ваш взгляд? Я 38 лет погоны носил, знаю проблемы работников МВД, и поэтому они очень довольны, потому что вот я неспроста озвучил, в течение 25 минут угонщик был задержан, потому что камеры, количество камер, я вам, наверное, не обязательно всем знать количество и где они расположены. Работники службы безопасности, МВД, это они установили, работают, и мы дополнительно вот сейчас 360 тысяч из этой суммы выделили на обслуживание этих камер. Человека на работу надо взять, человек должен контролировать автоматически. Оборудование мы им купили в прошлом году. Очень даже в угоны машины, если 10, 15, 20 в течение месяца бывало в прошлые 5 лет, 6 лет тому назад, 1-2 угона. И то они раскрываются в ближайшее время. Ну и район начинает развиваться как туристический. Вы тоже сказали, что вот новые гостиницы появляются в районе. И, наверное, вопрос безопасности самый главный. И в этом смысле, конечно, хорошо, что вот такой проект реализовывается. Да, еще Бог даст, эти профициты будут, и дополнительно мы полностью оповещение внутри города установить. Это было в советское время. И сейчас проектно-сметная документация готовится. Есть праздники, есть объявления для всех горожан. Беспроводное объявление, новости Абхазии, новости Российской Федерации. Это же приятно было. Я воспитанник советской власти, поэтому я помню, когда праздники, песни, маяк знаменитый. Валерий Васикович, когда в районе много проблем, давайте откровенно, вот дороги, там вода, электроэнергия, но я думаю, людей меньше всего волнует вот этот вопрос. Но все-таки... Все правильно. Мы тихо-тихо, высотные дома, несколько осталось подвальное помещение. Мы туда деньги выделяем. Это не для роста. Сегодня это не роскошь, наверное, просто необходимость. Необходимость была в больнице, чтобы питались наши люди больные. Необходимость закрыть город, чтобы воришки перестали воровать. Хорошо, действительно, камеры видеонаблюдения, они нужны, с этим точно не поспоришь. А вот интересная информация, что за прошлый год вот много появилось объектов размещения, гостиниц, отелей в районе. Вот какой вы уже видите эффект, как в этом смысле район развивается в туристическом плане, в каком направлении? Если объекты, особенно 2 объекта больших в прошлом году сдали. Это братья Сеченовцы, самое высотное здание в Гудаутском районе. Отремонтировали. И в прошлом году в конце года, и последний квартал они уже работать начали. И первый объект еще в районе Бамборы, на территории села Лахны, на берегу моря, тоже отремонтировали, эксплуатацию сдали, работают. Конечно, эффект. Это же дополнительное вливание в бюджет денег. То есть уже за первый год уже чувствуется, да, эффект? Конечно. Объекты торговли, ихняя фирма, 3-4 объекта в городе за 2 года построили. Сейчас на Ацинском повороте, так называют, около федеральной трассы, где-то через месяц, 1,5-2 запустят
торговый центр. Это же все по копеечке, и бюджет формируется. Да, действительно, появляются такие крупные в районе объекты. Вот в прошлый раз, когда мы с вами говорили в интервью, мы с вами обсуждали проблему с электроэнергией. Вы тогда с сожалением сказали, что похвастаться нечем, оценивая ситуацию с оплатой. По показателям оплаты потребленной электроэнергии Гудаутский район на предпоследнем месте был среди других районов и городов республики. Но вот такая дисциплина, на каком уровне сейчас, как вы ее оцениваете? Ну, к сожалению, информация, то, что по 2 телевизионным каналам получаем со всех районов, практически после поднятия цен сбор денег, не изменилось на одном уровне практически. Но есть плюсы, есть где минусы. Ну и очень многие ссылаются на то, что телевизор не показывает, холодильник не работает, 120-130 вольт дома. И за что я должен платить? Такое тоже есть. А это тоже имеет место. Не весь район, но, к сожалению, есть провода еще с 63-го года, где провода висят. До них дотронуться нельзя, они в порошок превращаются. А сколько бы ты энергии не пустил по этой линии, до потребителя энергия не дойдет, потому что провода уже не годятся. Во всех селах практически, вот сейчас, если посмотреть, по 40, 50, 60 бетонных новые столбы лежат, и за неимением денег и техники лежат, и некому до конца доводить. А некоторые говорят: дайте мне положенную энергию, я буду всегда платить. Но несмотря на это, все равно за первое полугодие не намного, но чуть больше по сравнению с прошлым годом собираемость. Ну, Валерий Васикович, с одной стороны, да, людей, конечно, можно понять. Ну, вот развиваются районы, туристические объекты появляются, нагрузка на энергосистему увеличивается, но надо решать этот вопрос, если так остро стоит. Что делается, вот, чтобы улучшить ситуацию? Каждый понедельник в районе руководство проводит актив района с участием всех руководителей. Каждый понедельник, что не было такого понедельника, чтобы этот вопрос не затрагивался. Налоги, земельные налоги и собираемость за электроэнергию. И несмотря на то, что глава села, наверное, не обязан там за электроэнергию деньги собирать, но их подключают, и земельные налоги они собирают. Земельные тоже проблемный вопрос. И вот эти 2 сбора за электроэнергию и земельные налоги – это проблемные вопросы. Собираемость желает лучшего. Ну, помимо собираемости, все-таки нужно параллельно и вопрос энергоснабжения решать, качество электроэнергии, подачи. Вот вы сами сказали, что люди жалуются, что напряжение нехорошее, и поэтому отказываются некоторые платить за такую электроэнергию. Вот в этом смысле нужно и шаг, конечно, в сторону потребителя сделать. Это за прошлый год во многих селах были заменены трансформаторы, линии уже кабельные, и поэтому эта работа тоже ведется в районе, однозначно. Просто так никто ничего не оставляет. Насколько это возможно, фонд главы администрации и руководство республики напрямую там, где неподъемные для района, и кабинет министров, везде все помогают.
Вот в прошлом году постановлением Кабинета министров с бюджета было перечислено 46 с лишним миллионов рублей на Гудаутский район. И там есть в Дурипшах трансформатор новый поставили, в Ачандарах поставили дороги, водоснабжение, энергетика, 2 миллиона только одному селу в Ачандарах было перечислено. То есть работы идут по всем направлениям. Параллельно ведутся работы. Валерий Васикович, завершая наш разговор, вы возглавляете районное собрание. Какие сейчас перед вами стоят главные задачи? Главная задача в том, что мы на днях получим уже индикативный план, подготовка к бюджету, и по плану с работниками отдела экономики все ли объекты включены в этот план индикативный. Возможно, где-то упущение. Вот новые объекты, которые построены. Эти большие объекты, они в глаза бросаются, они знают, но есть средний уровень объектов, где двухэтажные, трехэтажные гостиницы, мини. Люди, дай бог, чтобы деньги были, строили и зарабатывали, но не все, наверное, еще стоят на учете в налоговой инспекции. Поэтому будем работать. Все депутаты, мы недавно собирались без обсуждения каких-либо вопросов, и вот эти проблемные вопросы, то, что есть, каждый у себя в ближайшую неделю со справкой о том, что на территории, где я баллотировался, вот столько-то объектов, название, руководитель, объем. С этими придут, и потом с этим планом комиссии, когда будем работать, будем сравнивать, насколько 100% все объекты включены. Выявлять там, где неучтенные, если так можно называть, чтобы для того, чтобы бюджет. И мы хотим еще, если в прошлом году бюджетникам зарплату до сих пор есть 5200, 5100, которые получают, еще 20% на будущий год поднять. Валерий Васикович, благодарю вас, что ответили на наши вопросы. И желаю удачи в вашей работе. Спасибо. Спасибо и удачного дня вам. Всего доброго. О бюджете Гудаутского района подробно поговорили с председателем собрания Гудаутского района Валерием Мале. Главный четверг. Главы городов и районов республики